Bizim özümüzün Aktanış rayonunun en zor boyalı ana kişileri yıllarında şu son boyda bizim müracaat ettiğimiz Aktanış Üniversitesi'ne şerait заметно. Не оцениваем вклад, но да. Оригиналы всех документов. Оригиналы документов тоже büyük vatan sonucunda katlaşan. Alanın hayatına kirip arasında balalarından sonuçta katlaşan. İşini alıp mümkün de bu sahanın tuturallar. O buğalı bir iyi buğalı. Yuvar buğalı. Benim de bir nelikse o. Hürmetli diplomatlar, hürmetli examinatlar. Bugün Aktanış Municipal Sovetinin bugungi oturishida 46 deputatning 44 qatnashi, 2 deputatning qatnashmay, ikisiga sababli kvorum bor. O'tirish uchun boshlov turida kimlardan edi taqdim bo'ladi. Boshlanadigan taqdimda Aktanış Municipal Rayon Sovetining 3-chi chaqirilish 41-chi o'tirishi yoshlarga degan deputatlarning tovush beruvlarini so'raymiz. Respublikasi Davlat Sovetining Davlat qurilish ham yerli o'zgarishlar komiteti raisi Abidulin Albert Alimjanova va chaqlaydi. Tatariston Respublikasi Davlat Soveti deputati Tatariston Respublikasi Davlat Sovetining ekologiya, tabiatdan foydalanish, agrosanoat ham oziq-ovqat siyosati komiteti raisi Hammayev Azat Qiyamullo. Tatariston Respublikasining arxiv ishi bo'yicha davlat komiteti raisi Abdurahmonova Gulnora Zakariyeva. Rayon boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosarlari, rayon prokurori, vazifalarini boshqaruvchi rayon politsiya bo'ligi, yetakchi vazifalarini boshqaruvchi bo'lim yetakchilari, maktab direktorlari qatnashadi. Kun tartibida tuvandagi masalalarni kiritib taqdim etamiz. Birinchi, ta'sir tizimining 100 yilligini belgilab o'tirganda, ikkinchi, Aktanış rayonining maqtovli grajdanini ismini berib turganda, ham uchinchisi bizning endi bir-biridan bloklarlar shulay almashtiriladi. Kun tartibini qarata kunlarda endi taqdimlar bo'ladi. Vaqt taqdim negizlari aslarga degan. Kimda kim bugungi o'tirishning kun tartibi negizlari aslarga deb, shu deputatlarning ko'plari tovush beriladi. Первому правительственному составу предстояло управлять республикой в жестких условиях этого времени. На слайдах вы видите первых руководителей республики 3 ветвей власти 20-40-х годов. Секретари Татарского обкома партии, их преемниками являются президенты Республики Татарстан, председатели Совета народных комиссаров, ТССР ныне это премьер-министры, председатели президиума ЦИК ТССР в настоящее время это председатели Государственного совета республики. С переходом к новой экономической политике экономика ТССР стала быстро восстанавливаться. Во время руководства Кашафа Гельфановича Мухтарова в целях экономии топлива и осветительных материалов СНК ТССР постановил перевести часовые стрелки по всей территории республики на 1 час вперед. 25 января 1921 года был одобрен доклад по электрификации Татарской республики, а в 1925 году в Казани ввели в эксплуатацию 2-ю электростанцию имени 3-й годовщины ТССР. Она находилась на Кабане. Сейчас на этом месте располагается театр имени Камо. В числе выдающихся просветителей этого времени особое время занимает муфти Центрального духовного управления мусульман Ризаиддин Фахриддинов. В 1926 году он возглавил делегацию советских мусульман на 1-м Всемирном конгрессе мусульман в Мекке.
за достижения в сельском хозяйстве, в 1934 году наша республика была удостоена орденом Ленина. 1920 yıllar ahırında Tatar alfabeti Garip yazуына латин графикасына күчет. Моңа татар телен эш башкаруга кертү сәясәте этәргештирә. 1926 елда Беренче тюркология съездында латиницаны кабул итү буенча кискен бәхәс була. 1939 елда башлап язу кириллицага күчерелә. Шул ук чорда халык мәгарифе системасында тамырдан үзгәртеп кору бара. 1930 еллар башында 5 яңа югары уку йорты булдырыла. 17 техник һәм 6 авыл хуҗалыгы юнәлешендәге урта махсус уку йортлары, шулай күп санлы фабрика заводларда укыту курслары. О развитии лечебной сети в республике свидетельствует документ о количестве лечебных учреждений в ТССР в 20-е и 29-е годы. В сентябре 2020 года образовался Народный комиссариат здравоохранения ТССР. Возобновилась работа медицинской скорой помощи. С 22 года наркомат здравоохранения возглавил видный врач Фатых Гарифович Мухаммадьяров, внесший большой вклад в становление ГИДУВа имени Ленина. В 20-е годы в Казани начала работу одна из самых первых киноорганизаций в стране ТАТ-кино. Первой совместной постановкой киностудии Совкино и ТАТ-кино стал художественный фильм «Булат Батыр». В эти же годы шли работы по ратификации республики. 7 ноября 1927 года в эфире впервые прозвучала фраза «Казан-Сирий». Ее произнес Шамиль Усманов, бывший в то время начальником татарского управления зрелищными мероприятиями. 1928 елда Татарстанны Ирәнү җәмгыяте оештырыла. Туган як һәм татар халкының тарихы беренче тапкыр фән өлкәсеннән өйрәнү предметына әйләнә. 1934 елда әдәби тормышта мөһим вакыйга була. ТССРның язучылар берлеге оештырыла. Берлегнең беренче рәисе итеп Кави Нажми сайлана. Бу Галимҗан Ибрагимов, Шәриф Камал, Хади Такташ, Хасан Туфан, Гадел Куту, Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Галиаскар Камал кебек күренекле шәхесләрнең иҗат иткән чор. Татар профессиональ музыкасының барлыкка килүе Салих Сайдашев иҗаты белән бәйле. Аның татар драматурглары язган Зәңгәр шәм, Наемщик и Кавдыр пьесаларына музыкасы аеруча популярлык казана. Солтан Габешинең Сания һәм эшче опералары, Фәйт Юяруллинның Шүрәле балеты, Нәҗип Җиһановның Алтын чәч операсы, Ахмед Фәйзинең Башмагы музыкаль комедиясе. Татар музыка сәхнә иҗатында иң зур казанышлары. В 1936 году был основан Союз художников Татарии. Художник Николай Сокольский входил в Оргбюро Союза художников. В это же годы активно развивался спорт. 15 февраля 1930 года состоялся первый всетатарский съезд физкультурников. Знаменательное для физкультурного движения событие – создание общества «Динамо». Великой Отечественной войны. На слайдах представлены руководители республики в периоды Великой Отечественной войны. Руководство республики было вынуждено в кратчайшие сроки организовать прием эвакуированных, создать оборонные сооружения, а самое главное – перестроить хозяйство и быт республики на военный лад. На территории ТССР оборонительные сооружения располагались полукольцом вокруг Казани и проходили от деревни Покровской через станцию Умары, райцентр Кайницы и Апастово к Куйбышеву. Свыше 100 тысяч человек с октября 1941 по февраль 1942 принимали участие в строительстве Казанского обвода, протяженность которого составляла 331 километр. С первых дней войны республика стала важнейшей тыловой базой Красной армии. Жители республики, оставшиеся в тылу, также вносили посильный вклад в победу над врагом. За годы войны промышленные предприятия республики, в том числе эвакуированные,
поставили фронту свыше 600 видов вооружений, боеприпасов, снаряжения и обмундирования. В 1943 году была добыта первая нефть на Шугуровском месторождении. В республике было развернуто свыше 70 эвакогоспиталей. В годы войны Татарстан превратился в один из ведущих научно-исследовательских центров СССР. В Казань было эвакуировано 33 института Академии наук СССР, 93 академика и члена-корреспондента Академии наук СССР со своими семьями. В Казани разрабатывались самые новейшие системы военной техники, оружия и вооружений, в том числе и ядерное, новые типы военных самолетов и реактивных двигателей. Глушко являлся главным конструктором конструкторского бюро 4-го спецотдела НКВД при Казанском заводе номер 16 по разработке вспомогательных самолетных жидкостных ракетных двигателей. Реактивные установки, разработанные Королевым, позволили повысить скоростные характеристики пикирующего бомбардировщика П-2. Туполевым разработано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых выпускались серийно. В 1944 году Завойским было сделано мировое научное открытие явления электронного парамагнитного резонанса. Александр Арбузов получил вещества, сыгравшие важную роль для производства оптических приборов. Камай участвовал в разработке технологии получения новых видов кетгута. Изыскания Вишневского, Гусынина, Мазура, Мурзина, Русецкого, Соколова, Шелудко и других позволили обеспечить эффективное лечение раненых. Важную роль в мобилизации населения на разгром врага сыграла творческая интеллигенция. Героизм на фронте и в тылу получил отражение в произведениях Абсалямова, Баширова, Гази, Яники, Исхака, Камала, Калима и других. 30 писателей Татарстана отдали свою жизнь за победу над врагом. Одним из них был татарский поэт и журналист, военный корреспондент Муса Джалиль, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза.